Привет, друзья! Сегодня я запускаю новую передачу, которая, как вы уже видели из названия, называется «Могилевская крытая». Почему на русском языке, сразу объясню. Потому что в этой передаче я буду рассказывать о таком эпизоде, такой части своей жизни, как пребывание в Могилевской тюрьме номер 4, больше известной среди арестантов как Могилевская крытая. И как любой рассказ про тюрьму, он будет содержать неимоверное количество уголовного сленга, жаргона и даже больше, чем обычные рассказы про тюрьму, потому что все-таки скрытое место очень своеобразное, специфическое. И я не очень хочу перекладать его на белорусский язык, потому что жаргон, переведенный на белорусский язык, довольно-таки стрёмно звучит. Я подозреваю, что это видео посмотрит большое количество людей, которые раньше не смотрели мой канал и не знают про меня ничего, поэтому в двух словах о себе, кто я такой и почему рассказываю о тюрьме, зачем. Меня зовут Николай Дедок, на сегодняшний день я обучаюсь в Люблине на курсах польского языка для поступления на магистратуру в какой-нибудь из польских университетов. А так вообще я белорусский журналист, политический активист, участник анархистского движения и блогер. В тюрьму я сел в 2010 году, 3 сентября, за участие в анархистском движении по обвинению в участии в ряде акций прямого действия, которые были этим движением сделаны. То есть это всевозможные кидание коктейлей Молотова, нападение на государственные учреждения. Все это было интерпретировано судом как хулиганство. На самом деле анархисты вкладывали в это политический смысл, то есть это были мотивированные нападения на государственные учреждения, которые анархисты считают угнетательскими структурами. И тогда меня и еще двух моих товарищей посадили в тюрьму по обвинению вот в этих вот акциях. В общей сумме у нас было 7 эпизодов, значит, от разбития где-то там стекол до поджогов, и даже был один взлом государственного сайта. Самый громкий эпизод был, возможно, вы слышали, это поджог российского посольства в 2010 году, который привел к большому дипломатическому скандалу. Вот. И естественно, в ходе всех этих акций ни один человек не пострадал, тем не менее нам дали большие сроки, 3,5, 4,5 и 8 лет. Мне дали 4,5 года, а впоследствии докинули еще год по 411 статье, про которую я буду рассказывать позже в одном из вот этих видео, вот этого сериала. Опять же, для тех, кто смотрит мое видео впервые и не знает, расскажу, кто такие анархисты. Анархизм — это политическое учение, это политическая идеология и в то же время философия, которая говорит о том, что власть человека над человеком — это зло, и что люди должны построить общество, в котором власть будет максимально децентрализована, и где все люди сообща будут владеть всеми ресурсами, и сами через органы самоуправления управлять всеми общественными процессами. То есть мы стремимся искоренить, насколько это возможно, власть человека над человеком, ввести максимальную демократию и социальную справедливость, чтобы люди в обществе чувствовали себя максимально свободно и в максимальном достатке, а не были эксплуатируемы и используемы какой-то маленькой верхушкой государства, как это есть сейчас. Вот, в этом состоит суть анархизма, и это то, во что я верю. То анархистское движение, это движение, в котором я участвую на сегодня уже сколько? Более 16 лет. Вот, и это то, чему я посвящаю большую часть своего времени, своей жизни, и то, что я хочу воплотить в реальность. Перед тем, как попасть в Могилевскую крытую, в 2012 году я уже побывал на 2 зонах. Начинал свой путь в карательных учреждениях, я намеренно называю их карательными, а не исправительными учреждениями, как у нас в официальном дискурсе, потому что это не соответствует действительности, они не являются исправительными, они никого не исправляют, они только служат карательным функциям. Вот. Перед этим я побывал в СИЗО-1 Володарка, тюрьма номер 8 Жодина. Начинал свой путь уже после назначения наказания ИК-15 Могилев, потом ИК-17 Шклов, и уже с Шкловского ИК меня вывезли на Могилевскую крытую. Почему я попал в крытую? Вообще вы должны понимать, что такое крытая. Это так называемый для людей, которые уже отбывают свое наказание, которым суд уже назначил наказание в виде лишения свободы. Это так называемый тюремный режим. Он дается по приговору суда. Уже после того, как ты получил свой основной приговор. Тебе могут дать до 3 лет крытой. Дается она тем, кто допускает очень много нарушений режима в колониях
и кто для администрации колонии считается, ну, своего рода опасным человеком, кого хотят изолировать от основной массы зэков, чтобы он не создавал проблемы, не бунтовал, не применял какое-то насилие, не наворачивал какие-то блатные воровские понятия. Исторически крытые были созданы для того, чтобы изолировать тюремных бунтарей в условиях камерной системы, потому что колонии это как бы лагерь, а крытая это именно тюрьма с камерами, где люди сидят в более изолированном состоянии. Однако, поскольку в Беларуси уже давно нет фактически воровского движения как такового, нету каких-то общепризнанных авторитетов, нету сильно вот этого блатного движа, то мусора, получается, вынуждены все равно эти крытые как-то наполнять, потому что они все равно стоят, есть, законы эти должны как-то работать. И, соответственно, что они делают? Они вывозят на крытую всех зэков, которые так или иначе провинились перед администрацией. То есть планка для того, чтобы тебя туда вывезли, все больше и больше понижается. Если раньше нужно было быть крутым авторитетом, там, каким-то бунтарем, нарушителем, то сейчас достаточно там, поставить брагу, или чтобы у тебя нашли мобильный телефон в зоне. А в случае с политическими заключенными, такими как я, такими как мои там другие товарищи, например, политзаключенный Евгений Васькович также побывал на Могилевской крытой, о нем тоже мы поговорим особенно, потому что мы с ним вместе в одно время отбывали там наказание. В случае с политическими заключенными тебя туда вывозят просто, чтобы тебе жизнь медом не казалась. Если ты политзаключенный, ты будешь все равно сидеть на худших условиях, чем все остальные зэки, потому что за тобой все время идет цинк из КГБ, либо из ГУБОПика, за тобой смотрят легавые, точнее они смотрят за лагерным начальством, чтобы тебе не слишком хорошо жилось. И они давят на лагерное начальство, чтобы они ухудшали твои условия содержания. То есть, чтобы тебя лишали передач, посылок, свиданий, а потом в перспективе сажали в штрафной изолятор, в ПКТ, помещение камерного типа так называемое, и вывозили на крытую и раскручивали по 411. Забегая вперед немного, расскажу, что все эти элементы прессинга, от самого слабого, как там лишение передач и там ограничение суммы, на которую ты можешь отовариваться в ларьке, и до самого жесткого 411 статьи, я их все прожил за те 5 лет, что я в сумме отбыл в тюрьме. Возможно, у вас есть вопрос, так, почему из всех мест, где ты побывал, ты решил рассказать только о крытой? Ну, во-первых, еще в 2016 году, освободился-то в 2015, еще в 2016 году я выпустил книгу, которая называется «Фарбы параллельного свету», по-русски «Цвета параллельного мира». Ссылку вы увидите в описании, вы сможете скачать ее бесплатно, также ее можно купить бумажную версию, опять же, сконтачившись со мной лично. Желающая. Она вышла, уже была переведена впоследствии, сейчас она есть на 4 языках, это русский, белорусский, английский и чешский, в которой я написал 13 эссе вообще о тюремной своей жизни, о разных местах, разных колониях. То есть это не было хронологическое изложение, просто такие самые яркие моменты я описал в этой небольшой книжице. Но время идет, кое-что стирается из памяти, но такое уникальное место, как Могилевская крытая, которое ты нигде больше в мире не встретишь, не увидишь, не прочувствуешь больше нигде того, что можно прочувствовать там, вот, ну, просто я убежден. Я там пробыл без малого 2,5 года, и я не хочу, чтобы это у меня в конечном итоге стерлось из памяти и никуда не попало, нигде не было зафиксировано, потому что я считаю, что эти воспоминания и тот анализ того, что я увидел, оно достойно того, чтобы быть запечатлено и чтобы поделиться этим с вами, с другими. Другую книгу я уже писать не хочу, у меня нету на это времени и желания возвращаться к тюремной тематике, настолько глубоко уже погружаться, а вот записать видео самое то. Вот, потому что сейчас у меня и много других дел. Я занимаюсь блогингом, политической аналитикой, снимаю видео об анархизме, даю много комментариев в СМИ. Сам работаю журналистом в газете «Новый час». И поэтому я решил остановиться на вот таком видеоформате. И возвращаясь, почему именно Могилевская крытая. Дело в том, что как я уже сказал, в условиях Беларуси туда свозят очень своеобразных, уникальных людей. И за много лет там сложилась такая общественная социальная структура, которая действительно однозначно стоит изучения и стоит того, чтобы о ней говорить.
Понимаете, Могилевская крытая — это совершенно уникальное политическое сообщество, да, действительно политическое, со своей идеологией, политической идеологией. И позже я буду рассказывать, вы поймете, почему я так это сказал. Со своими правилами жизни, устоями и абсолютно уникальным переплетением формальных и неформальных форм власти. И при всем при этом это сообщество почти полностью изолированное. Это создает такую не похожую ни на что специфику, что на самом деле про это место и про то, что там происходило, про те случаи, которые там имели место, про те совпадения, про те чудеса, да, я не побоюсь этого слова, которые там можно увидеть. Ну, про это стоит написать даже не одну книгу. Можно было бы снять и сериал наподобие «Игры престолов», и все равно этого было бы очень мало. Вот. И я, конечно же, погружавшись в это в течение 2,5 лет, я даже не увидел и не осознал все в полной мере, что из себя представляет это место. Но то, что я осознал, этого вполне достаточно того, чтобы записать сериал, который я и запланировал записать. Возможно, это будет 5 серий, возможно 6, возможно 10. Посмотрим, как пойдет, как у меня память будет доставать новые и новые эпизоды и детали из увиденного. Так как я уже говорил выше, я написал уже целую книгу на тюремную тематику, но почти ничего из того, что я буду рассказывать вам тут, в этой книге не отражено. Почему? Потому что я не хотел навредить тем людям, которые там еще сидели на тот момент. Книгу я писал в 2016 году, сейчас, когда это снимаю, 2020 год, освободился в 2015. Многие из тех вещей, которые я видел в крытой, они являются незаконными. И если бы я сейчас стал в открытую об этом говорить, это, конечно, бы дошло до СМИ, до тех же ментов. Да, я уверен, они меня смотрят. Привет всем легавым Могилевской крытой, которые смотрят меня. Особенно оперу «Лихути», о котором мы тоже поговорим несколько позже. Вот. И я понимал, что если я обнародую некоторые вещи, это могло бы навредить тем, кто там, пацанам, которые там продолжают сидеть. Не ментам, конечно, ну как бы на ментов тамошних мне пофиг, на всех, почти. Сейчас уже по прошествии стольких лет скрытой меня вывезли в 2015 году, и я позже узнал, во что она превратилась уже со временем, благодаря отдельным персонажам. Об этом я тоже расскажу позже. И теперь я понимаю, что в принципе палить тут уже нечего, бояться уже нечего, и можно напрямую говорить все, что я видел, все, с чем я сталкивался. И это никому по сути не навредит, потому что хуже ты уже не сделаешь. Ну и перед тем, как перейти уже непосредственно к делу, такое затянувшееся троху вступление, я вам скажу, что это не будет сжатый формат, это не будет коротко. Я буду позволять себе говорить очень много, с множеством отступлений, с множеством развития, ответвлений сюжета в разные стороны, потому что действительно есть что сказать. Если вы смотрите другие мои видео, вы должны были уже увидеть, что я стараюсь все там максимально сжато, лаконично, чтобы вот так вот людям подать максимально важную инфу, чтобы не тратить ни минутки вашего лишнего времени. Здесь все будет по-другому, поэтому спокойненько включайте себе фоном перед завтраком, на завтраке точнее, на обеде или просто вечером перед сном. Ограничивать себя во временном формате я не буду. Итак, начнем с моего путешествия на крытую. В Могилевскую крытую меня вывезли с ИК-17 Шклова. В Шклове я сидел на тот момент уже в ПКТ, то есть, чтобы ты попал в крытую, у тебя должно накопиться определенное количество нарушений и определенное количество определенных наказаний. То есть, тебя должно быть не меньше одного, по-моему, помещения в ШИЗО, в штрафной изолятор, и не меньше одного ПКТ. То есть, пока у тебя нет ПКТ, такое наказание, как ПКТ, помещение камерного типа, тебя вывести на крытую не могут. И вот в Шклове, в Шкловском лагере, ИК-17 мне дали полгода помещения камерного типа за отказ от работы. Меня сдал, короче, один козел, один бригадир, которого потом жизнь очень сильно за это наказала. Ну, не только за это, за все его как бы гадости. Был такой Плетежов, по-моему, Андрей его звали. Вот. Ну ладно, не буду отступать уже в эту сторону, буду больше в хронологическом порядке, потому что если сейчас по каждому начинать рассказывать, это не закончится вообще никогда. Вот. И
я отбывал свое вот это вот ПКТ, по-моему, 5-й месяц у меня шел, когда мне сообщили, что вот у тебя будет суд на тюремный режим. Я сидел в одиночке один, а сбоку от меня сидел такой Виталик Шаленый. Был на тот момент смотрящим за Шкловым, блатовал, но он и сейчас блатует, сейчас он опять сидит, он уже освободился, через некоторое время сел опять. Он у Губопика проходит как криминальный авторитет, и менты его, конечно, очень не любят, стараются крепить все дальше. Но это один из немногих блатных, едва ли не единственный, которого я повидал на своем жизненном пути, про которого я могу сказать, что это порядочный человек, про которого могу сказать, что это человек без двойного дна и который лично мне ничего плохого не сделал. Надеюсь, когда он это посмотрит, скорее бы он это посмотрел уже на свободе, у него все будет хорошо. И он сидел от меня через стенку, мы довольно здорово общались. У ментов так нехило от этого подгорало, что экстремист и блатной тут, короче, спелись, уже что-то мутят, короче говоря. Вот. И мне сообщили, что у меня будет суд на крытую. Прошел суд, менты подошли к суду достаточно ответственно. Там записали в дело показания всех сук лагерных, которые про меня рассказывали. Вели меня там с моего первого дня нахождения в лагере. Рассказывали про то, какие я там подрывные разговоры вел, как я там не подчинялся режиму и так далее. И меня осудили на крытую до конца срока. В тот момент мне до конца срока оставалось, если не ошибаюсь, 2 года и 10 месяцев приблизительно. Ну, там плюс-минус несколько месяцев. И мне дали уже эту крытую. Я понимал, что я поеду на Могилев. А Виталик Шаленый, про которого я говорил выше, он только что откатал свои 3 года в крытой. То есть он уже там отсидел свою трешку и вернулся обратно в лагерь. И его так же, как и меня, поместили в ПКТ. И мы сидели через стенку. Вот, общались по кабуре. Кабура это, запомните это слово, оно в будущем пригодится. Кабура это дыра в стене, в потолку, в потолку, да, правильно, в потолке, которая служит для общения арестантов. Опять же, про дороги и средства общения арестантов мы обязательно поговорим отдельно в следующем видео, в одном из следующих видео. Вот, мы с ним регулярно общались, и он мне, конечно, уже немного накинул про крытую, рассказал, что-то это такое, как это все устроено, какая там как бы система власти, как что работает. И я, конечно, уже не боялся туда особо ехать, потому что представлял, что меня там примерно может ждать. И он мне рассказал, что там есть система там такова, что крытая это 2 корпуса, собственно, тюремный корпус тюремного режима и следственный корпус. И не все крытчики, ну, зэки, которым дали срок на крытой, не все они сидят на тюремном корпусе. Часть из них сидит на корпусе СИЗОшном. И он мне подавал так, что это люди, как по понятиям их называют нечисть. Это те, кто совершил поступки, несовместимые с званием арестанта, да, нормального арестанта, мужика, которые ушли от братвы, то есть от блатных, которые там руководят на этой крытой, которые сделали там какую-то гадость, пакость, например, доставали своих сокамерников в камере, или обманывали, или крали, ну, в общем, что-то очень-очень плохое, и в конечном итоге было вынесено решение, чтобы их выкинуть с общего корпуса, исключить из общей массы арестантов на этом корпусе и отправить их сидеть на СИЗО. Забегая вперед, опять же, скажу, что в крытой смотрящие решали, кто в какой камере будет сидеть. Смотрящие в первую очередь, потом только менты. Вот. И это и многое другое он мне уже рассказывал. Я такой думаю, ну да, нечисть. Значит, наверное, там какие-то негодяи сидят, которые вообще прям ушлепки, короче, полные. А вот там на тюремном корпусе сидят нормальные пацаны. Вот. И он мне объяснял, что когда я приеду, скорее всего, мне мусора предложат сидеть на СИЗОшном корпусе, чтобы я не пересекался с блатвой, с блатными, потому что там условия гораздо лучше у блатных, нежели на СИЗОшном корпусе, на следственном, у нечисти. Потому что с нечистью менты могут делать все, что захотят, а братва там все друг за друга, они там поддерживают один одного, взаимопомощь, общение и все такое прочее. И вообще всячески улучшенные условия. И поэтому он мне объяснял, что чтобы я не поддавался ни на какие обманы ментов, и когда они мне предложат это, конечно же, отказался и шел сидеть как бы к братве. Ну и все, я начал собираться на этап, то есть собрал свои кишера, клунки, да, свои с содержимым,
своими пожитками, которые я нажил за эти, сколько там, 3 года уже отсидки, да, собрал свои кишера, и пришло время этапа. И на этап, чтобы вы понимали, дергают всегда ночью. То есть ты выходишь еще с ночи в 12 часов, в 2, в 3, ну по-разному. И отъезжаешь ты, ну хорошо, если в 8 утра. То есть этап это всегда бессонная ночь. И тут учтите такой нюанс. Между Шкловом и Могилевом 36 километров. 36 километров. Эти 36 километров до Крытой мы ехали 8 часов. А с учетом сборов, сидения в отстойнике сначала в Шклове, потом в Могилеве, шмонов многочисленных, ну, получалось где-то 12 часов. То есть представьте вот отношение, да, к людям, что для того, чтобы преодолеть 36 километров, ты 12 часов на чемоданах, в пути, не спишь, не ешь толком как следует. Как происходит перевозка зэков? То есть, если это расстояния такие, где нету железнодорожных путей, то тебя, ну, относительно небольшие, например, ну, там, Минск-Жодино, да, тебя, или там Борисов-Жодино, тебя посадят в автозак и повезут автотранспортом. Во всех же остальных случаях тебя передвигают вдоль железнодорожных путей на поезде, который называется Столыпин. То есть это еще с советских времен пошло, называется Столыпинские вагоны. И зэки не говорят, я поехал на поезде. Зэки говорят, на меня повезут Столыпиным. Вот. Это специально оборудованные вагоны, в которых в каждом вагоне по 8 купе, камер купе так называемых, вот, в которые набивается в каждый из 8, ну, бесчисленное количество зэков, столько набивается, сколько мусорах захотят запихать. И вот мы там, короче говоря, едем. Естественно, все окна, все зарешочено, нигде ты не увидишь даже вот столечко из пейзажа, пробегающего за окном. Это все сделано специально. То есть ты едешь просто как в закупоренном вагоне. И счастье, когда ты едешь зимой, потому что когда ты едешь летом, если ты едешь, например, тебе не повезло ехать днем, вагоны эти порой раскаляются так, что люди там теряют сознание. Даже я не знаю, правда или нет, но зэки рассказывали, что так раскалялись вагоны, что даже подгоняли пожарные машины, поливали из этих бронзбойтов, чтобы там уже зэки просто не окочурились в этих вагонах. Вот, и нас погрузили, получается, в Шклове в Столыпин. Все эти, как бы, чтобы вы понимали, все эти погрузки, вот посмотрите как-нибудь в фильмах, да, там пока показывают этап зэков, то есть все передвижения только бегом, очень часто тебе надевают наручники, а я ехал в наручниках, потому как у меня уже была полоса, красная полоса такая, красная полоса сякая, склонен к тому, склонен к всему, короче говоря, всевозможные профучеты, и я уже шел как особо опасный зэк. Вот. Ну, я думаю, излишне говорить, что их мне не потому, что я там прыгал на ментов с заточками, да, а потому что ментам нужно было максимально усложнить мне жизнь, поэтому они мне понавешивали вот этой вот всей фигни. Если ты ждешь на улице какое-то время приезда этого поезда, то ты ждешь на корточках, опустив голову вниз. Вот. И все передвижения бегом, тебя подгоняют менты, рявкают, кричат на тебя, там автоматчики, собаки, короче, все как надо. Сейчас это еще выглядит достаточно лайтово, старых зэков послушать, ну там лет 15 назад тебя просто там обязательно подгонят дубинками, чуть-чуть замешкаешься, сразу тебя собака за сраку укусит, ну короче такое. Вот, и меня погрузили в Столыпин до Могилева, и уже когда я ехал, мое внимание привлек диалог одного из зэков, который тоже ехал в Столыпине, с Продольным. То есть, как вы понимаете, вот купе, да, эти идут, и вот этот коридорчик, там, где в нормальных поездах ходят проводницы, в Столыпине там ходят контролеры в бронежилетах. И я слышу, как какой-то говорливый пацан, просто не затыкаясь, начинает там что-то трещит, и сокамерником своим, и менту этому, и рассказывает его, что он едет на Крытую, что у него срок за мошенничество. Потом я услышал, что у него какая-то армянская фамилия, вот, и что он жалобщик. Его мне спрашивают, а что у тебя дело такое толстое? То есть на каждого зэка есть как бы личное дело, которое следует за ним по всем зонам. И в это дело подшиваются все копии твоих как бы жалоб, обращений. Он меня спрашивает, что у тебя такое толстое личное дело? А я там пригляделся, ну, был, когда выходил, тоже там, ну, по сравнению с остальными, такое просто супер толстое.
Он говорит, я, говорит, я, говорит, жалобщик, у меня там более 3000 жалоб, в общем, назвал какое-то число заоблачное, по-моему, около 3000, типа, у меня более 3000 жалоб, там, на ментов, там, туда-сюда, в общем, сидит, не затыкается, просто говоря, и вот всю дорогу, что я ехал, я там слушал его, короче, трещание, то он на мясокамере, мусорам, короче, выносил мозг. К этому человеку мы еще обязательно вернемся, и с ним связана одна из очень интересных историй, которую я вам позже расскажу. И приезжаем мы, наконец-то, на Могилев, на Могилевскую крытую, там нас ставят вдоль стены, пересчитывают, перекличка, все как всегда. И такой нюанс, что если ты приезжаешь в пятницу, то тебя определят в камеру в твою только в понедельник, потому что тебе должны посмотреть врачи, тебе должны прошмонать, с тобой должен поговорить опер, тебя там должны на всевозможные регистрации поставить. И где же ты виснешь эти 2 дня? Ты виснешь в отстойнике. То есть это камера с минимальным набором каких-то бытовых условий. Раньше там не давали даже матрас, подушку, одеяло, сейчас там все это дают. Но там ничего нет. И я еще там сидел один. Ну вот, получается, 3 дня один в камере, в которой ни хрена нет, ты сидишь на своих кишерах и только кушаешь, что тебе дают. Вот. И других развлечений там нет. А вот еще какой важный нюанс. Дело в том, что я вез еще с собой, как сказать, груз или маляву будет неправильно сказать. В общем говоря, я вез с собой с Шкловской зоны на Могилевскую крытую для блатных. Я вез груз. Вез его по торпеде. Что такое по торпеде, я думаю, все должны знать, кто хоть немного разбирается в тюремной жизни. Если не знаете, загуглите. Вот. Вез его по торпеде, там была именно малява для смотрящих Могилевской тюрьмы и деньги. Ну, валюта. Чтобы вы понимали, в криминальном мире, в уголовном, за утерянную маляву строгий спрос. Строгий спрос — это тебя бьют, как бы это физический спрос, так называемый. Вот, за утерянную маляву. И никого не волнует, по каким обстоятельствам ты ее утерял. И я должен был ее довести в целости и сохранности. Соответственно, чтобы это сделать, мне нужно было, ну, скажем так, не ходить в туалет. Как минимум какое-то время. Чтобы гарантированно не ходить в туалет, нужно что делать? Правильно, нужно не есть. Вот. И мне... Почему нужно было не ходить в туалет? Потому что мне рассказывали, опять же, знающие люди, что когда ты приезжаешь на Могилевскую крытую, и ты сидишь в отстойнике, ждешь, когда тебя прошмонают, менты-то тоже не дураки. Они знают, что с разных зон на эту крытую свозятся всевозможные блатующие личности. И, конечно, все они, или большая их часть, везет с собой малявы, деньги, наркотики, мобильные телефоны. Везет как? Конечно же, по торпеде. Соответственно, что делают менты? Доходило до того, и это были реально существующие случаи, что мент ждет, пока кто-то из зэков, который предположительно везет маляву, пойдет на долбан, и в тот момент, когда он, скажем так, выпуливает эту свою торпеду, чтобы сходить в туалет, резко открываются двери, залетают 2 масочника, хватают его за руки и берут маляву. В итоге важная какая-то инфа попадает в руки мусоров, раз. Если там деньги, наркотики, еще что-то, это тоже уходит. 2, а вы понимаете, что деньги здесь дорогие, а в зоне они вообще на вес золота. И 3, с зэка еще и будет строгий спрос за то, что он утерял маляву. Вот. Я уже наслушался этих историй, понимаю, что, конечно, такого допустить нельзя ни в коем случае, и поэтому, чтобы исключить несподеванки, нужно вообще лучше не ходить в туалет. И таким образом я вот эти 3 суток я практически ничего не ел. Я только пил воду, вот, и, соответственно, в туалет не ходил, чтобы малява оказалась в целости и сохранности. И вот 7 декабря 2012 года наступает, наконец-то, день, когда мусора все очухались после своих этих выходных и приходят на шмонаю. То есть еще одна особенность крытой, там работают так называемые масочники. То есть это не какой-то особенный спецназ, это, ну, многие зэки думают, что там какие-то супер копы, да, там нет. Это те же продольные, либо те же, ну, военнослужащие, иногда срочники, просто, наверное, подбирают наиболее физически подготовленных, которые надевают маски на себя, надевают майки, на которых сзади написано спецназ, и несут службу в качестве усиления обычного тюремного конвоя.
Это именно на крытой, это именно такие есть у ПЗ, на ПЗшных тюрьмах. То есть, ну, понятное дело, это делается для устрашения, для нагнетания атмосферы. Вот, все этих масочников знают лицо, потому что иногда они забивают на эти маски и не носят эти маски, а иной раз ты идешь там по другой части тюрьмы, например, тебя ведут, и ты видишь этого же самого масочника, только уже без маски и в обычной, ну, мусорской форме. Вот. Но, тем не менее, свою атмосферу, особенно когда ты приезжаешь впервые, это как бы создает, когда ты лежишь, и там в 9 утра ударяет замок, неожиданно, да, там ничего ты же не ждешь, не подозреваешь, раскоцываются тормоза, и там стоят 2, 3, 4, короче, лба таких в масках с дубинками, еще любят так картинно дубинками этими играть, в черном все стоят, дедок с вещами на выход, вот. Ну и ты уже понимаешь, что сейчас что-то произойдет. Ну и все, я собрал свои вещи и пошел на шмон. То есть все, естественно, тебя полностью перетряхивает, все, что недозволено, у тебя забирают, что недозволено, в каждой тюрьме они решают сами, то есть то, что в одной тюрьме тебя пропустили, в другой тебе уже не можно, что недозволено они кладут как бы на склад, и ты заберешь это только при освобождении. Вот. Тебя шмонают, долгая неприятная процедура, раздеваешься догола, приседаешь, смотрят, заглядывают в рот, заглядывают между пальцев, ну везде абсолютно. Вот. Но благополучно, дякую Богу, я как бы свою маляву довез. И тут на шмоне происходит интересный момент. И нас же не меня одного там шмонают, понятно, а нас всех вместе, все, кто приехал на крытую. И я вижу, стоит там вот этот вот чувак, который очень много тарахтел в Столыпине. Вот. Как же его зовут? Короче, я забыл его фамилию, я вам скажу ее в... Зовут этого чувака Янис Хачатурян. Вот, я сейчас только вспомнил. Видите, все-таки годы проходят, вылетает из памяти. Янис Хачатурян. Его... тоже как вместе со мной рядом поставили, мы стоим лицом в стене, ждем своей очереди на шмон, и он в это время заводит разговор с Продольным, с конвойным. Начинает ему что-то рассказывать, задвигать, короче, слово за слово, он говорит, я там, короче, его спрашивают, мент спрашивает, чем ты, типа, занимался, что ты, типа, почему тебя вывезли, он говорит, а я замполита, ну, имеется в виду, замполитом на зоне называют заместителя начальника тюрьмы по воспитательной работе. Или по исправительной работе, я уже не помню точно. Вот. Я замполита зоны, на замполита зоны Поршу навел. Тут такой в смысле, ну он там на меня там что-то возбухал, а я там стал ему вслед восковые гвозди забивать, короче, что-то, короче, такую дичь. Он его спрашивает мент, а ты типа что, зачем? Я, говорит, колдун, я магистр зеркальной магии, моя там прабабка самая сильная ведьма Армении. Короче, начинает ему вот это вот все задвигать. Мент там в шоке, говорит. И продолжает, короче, репетировать. Смотрит на мента, такой, а у тебя случайно не это там девочка беленькая такая, да? Он такой, говорит, откуда ты узнал? Ну так, и начинает его, я уже не помню точно, что он говорил, но, короче говоря, начинает с ним репетировать, такое, типа, играть с понтом, он уже там, видит там его там жизнь прошлую, все там события с ним видит, что как. Мент там уже в шоке, а там молодой какой-то совсем, малой был ментяр, мент там уже такой в шоке, думает, ничего себе. И в процессе шмона у этого колдуна достают тетрадь, обычную школьную тетрадь, и тетрадь вся в бурых пятнах. Его спрашивают, что это такое? Это души. Такой мент спрашивает, в смысле души? Ну это души, я покупал у зэков за пачку двушек. А двушки это сигареты, в зонах сигареты разделяются по классам. Единички, двушки, тройки, четверки. Типа по стоимости. Самые дорогие это... дай бог памяти. Самые дорогие это четверки, самые дешевые это единички. Вот двушки это эквивалент примерно Минск, Корона, НЗ, вот такие. Я, говорит, за пачку двушек покупал у них души. Ты такой, говорит, зачем? Ну я подзаряжаюсь от них, как от батареек. Типа, вот мне нужна энергия для магического обряда, я беру там от этих душ, подзаряжаюсь. Мне говорит, слушай, ты не боишься, типа, тебе не страшно этим заниматься? Говорит, да я же магистр зеркальной магии, да я там. Короче, и реально он начинает всех ментов, этим грузить, своим ясновидением, какой он там маг, какие у него там все там сильные, как он на того Поршу навел, он умер. Ну все, дошла очередь до меня. Меня прошмонали, вот. Еще забыл один момент рассказать, чуть-чуть вернусь назад. Вот на этих выходных, пока я сидел, произошел такой интересный эпизод. Меня дергают на кабинеты, то есть все, я сижу себе в камере, тут меня вызывают.
короче говоря, в какой-то кабинет, и сидит там, ну, чел в ментовской форме, обычные, такие уставшие глаза, такое обрюзгшее немного лицо, вот. И начинает мне задавать такие ничего не значащие вопросы, такое. Там фамилия, имя, ну смешно, как будто не знает мое имя, фамилию, да. Да, а что у тебя вот накрытую вывезли? А за что сидишь? А что ты сделал такое, да? А чего там, типа, а что на зоне произошло не так? А за что в ПКТ? Потом, а я ему говорю, ну, типа, я, типа, политзаключенный, сижу там за свои убеждения. Он такой, да, за какие? Я говорю, ну, я анархист, да, а что это такое? Ну, и, в общем, делает вид такой, я говорю, подождите, думаю, слушай, ну, что-то странно, не похоже. Я говорю, а вы кто? Ну, типа, представьтесь. Он говорит, а я психолог, я, типа, тюремный психолог. Я говорю, ну, понятно, понятно. Я уже был проинформирован, слава богу, шаленым, что очень часто опера вкрытые имеют такое обыкновение, дабы вытянуть себя, из тебя какую-то инфу, представляться психологами. Ну, ты же приезжаешь, ты не знаешь в лицо, кто там есть кто, правильно, кто опер, кто не опер. И они говорят, я психолог. Вот. И какой-то наивный зэк может рассказать больше, чем нужно. И, короче, этот мент задавал мне какие-то ничего не значащие вопросы. Такое, знаете, это такая тоже стратегия, одна из стратегий оперов. Спрашивать вещи, которые они уже знают. Ну, я политзаключенный, да, за мной там смотрят и какие-то вышестоящие инстанции. И, конечно же, когда я приезжаю на зону, еще я не приехал, а опер местный уже будет знать, что сюда едет такой-то, такой-то чел. Как его нужно встретить, какие условия ему нужно создать и так далее. Какую оперативную обстановку, да, вокруг него нужно срежиссировать и так далее. И поэтому, конечно, ну, было бы странно, чтобы как бы опер этого не знал. Это я потом так думал. Ну, в итоге я, конечно, ему ничего толком не сказал. Но впоследствии я узнал, что это был начальник оперативного отдела всей, короче, тюрьмы. Ну, типа, главный опер тюрьмы, представляете? Он мне говорит, я, говорит, психолог. Ну, типа, развести меня пытался таким образом. Вот. Ну и возвращаясь обратно к Шмону. Все, тебя шмонают. Шмон, этот весь, это все происходит на СИЗОшном корпусе, в отстойнике, как я уже сказал. И потом тебя переводят уже, собственно, на тюремный корпус. И как только заканчивается шмон мой, я собираю все свои вещи, там, скидываю свои кишера, собираюсь уже идти, меня сейчас поведут на тюремный корпус в мою камеру. И в этот момент во всей крытой гаснет свет. Просто пропадает освещение во всей тюрьме. Я такой думаю, что бы это значило. Не знаю, в общем, что это значило, но я собрался, масочники меня, еще нескольких пацанов повели на тюремный корпус. Ведут себя там не по улице, а ведут себя по тоннелям. И мы в темноте при свете фонарика шли по долгому-долгому туннелю из одного корпуса в другой, вот, в полной темноте. И привели меня уже в итоге на тюремный корпус. Помню, идем, выходим уже на тюремный корпус, и один масочник говорит другому, да, говорит, приходишь на крытую, тут, говорит, как другое государство прямо. И впоследствии я понял значение этих слов. Каким образом происходит определение зэка на крытой в какую-либо камеру? Как я уже сказал, решают это главным образом блатные. Когда ты прибываешь на крытую, тебя в первую очередь ведут на беседу к блатным, потому что они там власть. Ну, как, по крайней мере, делят власть с мусорами. Ты сидишь на так называемых тройниках. Тройники — это камеры по 3 человека, которых на Могилевской крытой 9, если мне не изменяет память. Возможно, я ошибаюсь, потом в последующих видео поправлюсь. Где зэки, как бы считается, они приспосабливаются к тюремному режиму, к системе этой крытческой, где проходят всякие первоначальные процедуры, там и осмотры у врача, и разговоры с психологом, ну, в общем, все эти формальности, да. И впоследствии уже их поднимают, это называется поднять на корпус, то есть ведут в камеры основной тюрьмы. Вот. И как согласно блатной этой воровской системе, у каждой административной единицы в тюрьме должен быть свой смотрящий.
Смотрящими за тройниками был Вова Лысый. Таким образом, он сидит в одной из камер со своими сподручными и руководит всеми процессами, происходящими в остальных 8 камерах. И, соответственно, когда ты приходишь туда и вообще приезжает новый этап, каждый новый этап встречают все блатное руководство тюрьмы. То есть смотрящий за тюрьмой, тогда смотрел Сазон за тюрьмой, Сергей Сазон. Вот. И смотрящий за тройниками и как бы их такие сподручники, да, из братвы, из блатных также. И они смотрят каждый этап и фильтруют. То есть слушают человека, смотрят, кто он такой, что он из себя представляет, определяет его в нечисть, да, то есть, например, если он был каким-то козлом, который там избивал людей, например, на тюрьме, на колонии, потом по каким-то причинам его вывезли в крытую, такое редко, но бывает. Или, например, он там сукой был, сдавал там постоянно зэков, и это там привело к страшным последствиям, и потом его по каким-то причинам привозят на крытую, то цель блатных как бы с такого человека спросить, то есть избить его, и отправить его сидеть к нечисти. Либо, если поступки незначительные, спросить, словесное сделать внушение, либо, опять же, избить, зависит от степени нарушения, и сказать, ну, если хочешь, мы тебя оставим с людьми, это так там называется. Будешь сидеть с людьми и оставить его, собственно, вкрытой. Вова Лысый, смотрящий за тройниками, сидел в камере номер 153. Я уже знал, как нужно заходить в камеру. Нужно зайти, сказать свое погоняло, свой статус. Вот. И просто нормально, сдержанно общаться, потому что в эти первые минуты решается твоя судьба. Кем ты будешь сидеть, как к тебе будут относиться. И блатные, особенно те, кто блатует уже долго, особенно камерные зэки, это лучшие психологи из тех, кого я видел. То есть это те, кто человека сканирует просто вот как сканером. В течение нескольких минут общения большинство из них, вот я имею в виду олдовых таких камерных зэков, они способны определить, что за человек перед ними, можно ли ему доверять, либо создать какую-то микроситуацию, да, в которой можно понять, что за человек, что он из себя представляет и какой он занимает статус, и можно ли с ним иметь дела, если да, то какие. И я понимал, что мне предстоит такая проверочка крайне внимательная, что будут смотреть каждое мое движение, каждое мое слово, и, конечно, был максимально собран. И вот, получается, меня подводят мусора к камере 153, чтобы там блатные со мной поговорили и определили меня, куда мне сидеть. Чтобы вы просто понимали, как бы, конечно же, с точки зрения закона это абсолютно противозаконно, да, то есть не могут мусора тебя водить в камеру, кому-то там на смотрины какие-то предоставлять, равно как и не могут зэка из одной камеры другой водить по своему желанию, но де-факто это так происходит. Вот. Выглядит это так, блатной там колотит в дверь, скажет, там, Петрович, подойди, типа, приведи, говорит, например, продольному, да, обычному продольному. Продольный не может тебя водить, но может корпусной, это старшей смены. Колотит дверь, приведи там корпусного. Все, продольный бежит, зовет корпусного, блатной говорит ему, слышь, своди меня там 128-ю, например, да. Все, корпусной берет, открывает тормоза, ведет 128-ю, блатной там делает свои дела, там разговаривает или передает кому-то что-то, либо бьет кого-то там провинившегося и возвращается точно так же в свою камеру. Да, еще ключей от камер у них нет, правда, от своих у блатных, но по первому требованию, как правило, мусора их куда хотят водят. Ну, опять же, так было, когда я сидел. Сейчас, возможно, чуть-чуть по-другому, даже скорее всего, чуть-чуть по-другому. Вот. И все, меня подвели к 153-й камере, я уже знал, кто там будет, что меня ждет. Открываются тормоза, я говорю, здоровенько. Анархист, это было уже мое официальное погоняло. Анархист приехал со Шклова с бумагами. Они говорят, базара нет, присаживайся. Все, налили мне чаю. Тоже такой интересный момент. Стоит, ну я зашел, конечно, сразу осмотрелся. Зашел в эту маленькую крохотную камеру и вижу хрустальный столик. Точнее, не хрустальный, стеклянный столик. Вижу полки, кухня, то есть фактически полноценная кухня, мебелировка. Плазма висит на стене, играет шансончик, короче, там прямо, ну, пацаны виснут, короче.
сидят мужики, все в наколках, лысые, с колючими взглядами, и вот ты заходишь, да, и сразу на тебя впиваются в тебя эти все взгляды, такое своеобразное ощущение, чувствуется эта атмосфера довольно внимательная, напряженная. Вот, конечно, колоссальный контраст с обычными камерами, то есть там какие-то ковры на стенах, все пацаны достаточно дорого одеты, хотя и в околотюремную форму, но тем не менее одеты там супер прилично, у всех какие-то дорогие часы на руках. Вот. Ты присаживаешься с ними, и тебе ставят две стеклянные вазочки, в одной конфеты типа грохотульки, да, это там барбарис, дюшес такие. Что ты смеешься? Ничего смешного. А в другом шоколадные конфеты, либо шоколад поломанный. И пускают по кругу чифер, как это обычно делается, когда людей встречают с этапа. Конечно же, на тебя смотрят. А ты, представь себе, я еще 2 дня не ел, да, понимаете? Даже почти 3. 3 дня не ел. Кроме того, я только из ПКТ, где, понятно, там шоколадом я не закусывал каждый день, да, мягко говоря. И тут такие ништяки перед тобой вываливают. Естественно, обычная реакция многих зэков — это сразу начать лупить, короче, шоколадные конфеты. Но я понимал, что, конечно же, за тобой смотрят в этот момент. Смотрят за твоей скромностью, за твоей сдержанностью. И я скромненько взял грохотульки. Не потому, что мне не хотелось шоколадных конфет, а потому что я понимал, что этому шагу будет придано очень большое значение. Вот. Но, правда, потом мне подсунули, уже когда видели, что я беру такие более скромные, все-таки подсунули мне шоколадные, сказали: на, угощайся. Я там несколько раз отказался, меня все-таки их всучили. Ну и давай меня расспрашивать, конечно же, первые вопросы были за Шаленова, как он, что он. Я говорю: ребята, типа, у меня малява от него. Они говорят: ну вот, туалет, иди расторпедируйся. Мойку дать? Я говорю: спасибо, у меня своя. А у меня была с собой мойка. Мойка — это лезвие от одноразовой бритвы, если кто не знает. Оно необходимо для того, чтобы ты, получается, когда эту торпеду выпуливаешь, ты снимаешь с нее одну оболочку целлофана, потом моешь ее прямо там в туалете, ну, вы понимаете, да, то есть это должно быть максимально гигиенично, в несколько упаковок целлофана все герметично запаковано, и мойка нужна для того, чтобы вскрыть этот целлофан. Уже ты же не будешь там, только достав, на, пацаны, держите к чаю. Вот. Все, я говорю, у меня своя мойка, естественно, я через все шмоны пронес мойку определенным образом, каким говорить не буду, вот, потому что я понимал, что эта вещь нужная, мусора могут начать тебя бить, могут начать каким-то образом издеваться. Единственное, что ты можешь сделать в этой ситуации, это хорошо и качественно вскрыться. Вот. И поэтому мойка должна быть у тебя всегда с собой, таким образом, чтобы мусора ее не отшмонали. И поэтому начиная от того дня, когда меня забрали из Шклова, и до прибытия в 153-ю хату, 3 дня у меня с собой была эта мойка, готовая к использованию в любой момент. Вот. И все, я расторпедировался, отдал им торпеду, они почитали там маляву, забрали, что им надо. Все, мы побеседовали, я уже не очень помню, о чем шел разговор. Вот, меня спросили там в 2 словах, за что я сижу, я сказал: вот, политика, то все, они там, конечно, офигели от срока и от содеянного, да, у меня там по делу было, чтобы вы просто понимали, то, что я якобы снимал на видео, как другие пацаны били стекла в государственных учреждениях. Ну, это было глубокой ночью, да, там 2 стекла разбиты в одном месте, в другом и в третьем. 3 эпизода у меня по делу. Я якобы все это снимал на видео и организовал. И за это я получил 4,5 года. Они поофигевали, мы поговорили недолго, минут 15. И Вова Лысый меня определил в 150-ю хату. Вот. Поговорили, опять же, был поднят вопрос про нечисть, что вот тут недавно там рассказали мне за каких-то последних зэков, которые приезжали. Это были либо крысы, либо кто-то с петушиным рамсом. Их, типа, с них спросили, их отправили в нечисть. Я говорю: ну, понятно, типа. Все, и меня отправляют в 150-ю камеру. И так начинается мой тройниковский период накрытой, который продлился 3 месяца. Вот мы поговорили с этими блатными, с этим блаткомитетом. Все, они поляпали в тормоза. Тормозами называются двери в тюрьме, кто не знает. Поляпали в тормоза, пришел корпусной, говорят: забирай анархиста, веди в 150-ю хату. Все, меня забрали, отвели буквально в 5-7 метрах оттуда, заводят в камеру.
открывает дверь, и я захожу в 150-ю хату. Но это уже другая история, которую я вам расскажу в следующем видео. Надеюсь, вам было интересно. Пожалуйста, не забывайте ставить палец вверх и жать подписаться. Этим вы мне очень поможете и сделаете приятно. И буду рад, если вы также посмотрите другие видео, которые есть на моем канале, которые касаются политики, анархизма. Посмотрев их, вы сможете гораздо лучше понимать все мои истории, которые я буду рассказывать вам в дальнейшем в этом сериале. И вы будете понимать, почему я рассматриваю все произошедшее со мной именно с такой стороны. Спасибо вам всем огромное за внимание. Будем продолжать. Надеюсь, вам было интересно. Всем добра и критического мышления.